Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждать скорпионам в этом месяце. Карта месяца выпадает у нас умеренность. Начало месяца, середина, окончание. Карта на отношения, на работу, на финансы, на здоровье и итог месяца. Итак, у нас карта умеренность выпадает, старший аркан. Скорее всего, месяц будет проходить довольно-таки спокойно. И, возможно, то, что вы уже смогли наработать раньше, какой опыт приобрести, какие знания, с кем познакомиться, чему научиться, сколько-то заработать, да, вот это все будет вам опорой в этом месяце, будет вам служить, и вы будете на все реагировать очень спокойно. Будете взвешивать каждое слово, вы будете спокойно воспринимать любые события, которые вокруг вас. Это могут быть, в принципе, внешние какие-то ситуации, это может быть поведение людей близких, но вы в любом случае будете реагировать очень спокойно. И здесь, скорее всего, вы занимаетесь своей жизнью и помогаете другим людям, кому можете помочь, вот свои связи используете. Также очень хорошая карта для продвижения, для того, чтобы добиться чего-то нового. Причем это все будет спокойно, без надрыва, без напряжения. Если вы покупали лотерею, то, может быть, в этом месяце даже будет выигрыш по этой карте. Но, опять же, вы как-то очень спокойно это все воспринимаете, как что-то само собой разумеющееся, заслуженное и так далее. Очень хорошее время для того, чтобы вступать в должность, да, повышение, может быть, какое-то получать. Может быть, если вы писали книгу, то это публикации какие-то, которые вы уже сможете напечатать. То есть, может быть, это книга даже для кого-то. А кто-то, может, будет суды выигрывать. В общем, здесь вы очень прочно стоите на ногах, и вам везет очень. Также хорошая карта для путешествий, для других стран и для решения вопросов с людьми с других стран. То есть очень хорошее такое время для скорпионов выпадает. За что бы ни взялись, везде вам зеленый цвет и помощь. Первая часть месяца – это повешенный, тоже старший аркан. Скорее всего, здесь нужно будет доделать какие-то дела. Вот то, что вы уже сейчас делаете, да, будете продолжать. Или, может быть, здесь будут какие-то ограничения, может быть, будет какая-то удаленная работа, или, может быть, нужно будет на расстоянии решать какие-то дела, общаться с какими-то людьми на расстоянии, да, и, может быть, это будет некоторые неудобства доставлять. Также это хорошая карта для того, чтобы, может быть, работать дома, да, или работать в одиночестве, вот, чтобы никто не мешал, или это работа с прошлым, с архивами, с историческими какими-то документами, или вот как-то они просто потребуются в это время, да. Также здесь что может быть еще? Может быть, кто-то будет сдавать какие-то анализы в лабораторию, да, или еще какие-то вот производить проверки, да. Вот очень такая карта, которая не позволяет продвинуться вперед, пока не будет закончено что-то важное. И также вот по этой карте очень часто зависимости нас как бы держит. Допустим, зависимость от людей, которые у нас есть рядом, да, ну, допустим, там влюбленность какая-то страстная, да, или зависимость от работы. Допустим, мы хотели бы сейчас чем-то другим заниматься, но вынуждены выполнять свои обязательства. Или еще какого-то рода зависимости, ну, вплоть до зависимости от еды, от алкоголя и так далее. Вот нужно быть очень осторожным. И также здесь вот кто-то может вводить нас в заблуждение, обманывать.
или просто могут какие-то вопросы неясными оставаться. Но мы вот, тем не менее, спокойны. Середина месяца у нас паж Пентаклей. Это карта, когда мы уже действуем, у нас много возможностей, да, уже вот пропадает необходимость сдерживания какого-то, и мы здесь много работаем, делаем все, что от нас зависит, возможно, в новом направлении в каком-то продвигаемся, с детьми у нас могут вопросы решаться, с новой работой, с новыми какими-то направлениями в финансах. В общем, здесь мы очень много трудимся, чтобы какой-то новый опыт приобрести. А что здесь еще важно? Здесь могут быть какие-то приобретения, какие-то красивые вещи можем покупать, можем делать подарки или получать подарки. Очень хорошее время для начала своего дела, да, бизнеса. Ну, не такого уж большого, а просто как бы свое дело, когда ни от кого мы не зависим. Хорошее время для того, чтобы тренироваться, допустим, тренера хорошего найти по фитнесу или еще вот какого вы вида спорта придерживаетесь. Также хорошо можно найти адвоката, помощника, союзника какого-то себе. В общем, такое время поддержки и самовыражения. Причем все здесь зависит от нас. Вот сколько поработаем, сколько вложимся, столько и получим. И в конце месяца у нас снова старший аркан влюбленные. Момент выбора наступает. Для кого-то это встреча с любимым человеком, может быть, которого давно искали. Или, может быть, здесь вопросы работы встают, поездок каких-то. Да? Здесь у нас все будет очень серьезно. Это решение будет важное, от него будет зависеть вся наша жизнь. Десятка пиковая, вот я в дополнении добавила, это тоже у нас карта изменений. Это изменения и в жизни, и в круге знакомых, и может быть даже расставание с кем-то, переезд, путешествие, какое-то новое дело, которое вы с кем-то можете начинать. Вот очень здесь много перемен будет в конце месяца. А теперь отношения. В отношениях выпадает туз чаш. Замечательная карта, обещает любовь. Если даже у вас уже есть отношения, то чувства возобновятся, вспыхнут, да, то есть будет очень много эмоций. И плюс еще шансы на исполнение желания. Или, может быть, ваш партнер или вы сами вдруг решите вот самореализоваться, да, начнете, может быть, учиться, начнете как-то свои таланты развивать, проявлять и так далее. В общем, очень хорошая карта для исполнения желаний. Так как она для отношений выпала, значит, вот будем этого и ждать. Что ждет тех, кто в поиске партнера? Как раз выпадает карта Валет Червовый. Это карта влюбленности, встречи с человеком, с которым будет взаимное чувство. А для тех, кто в паре уже, здесь, скорее всего, либо будет предложение руки и сердца, да, либо вот уже свадьба, брак. Может быть, какие-то, если вы уже, допустим, в браке, то, может быть, вы какие-то сделки здесь будете оформлять, может быть, с недвижимостью связанные, или с покупкой земли, или еще какие-то важные для вас покупки, для вас обоих. Также здесь еще какие-то обязательства нужно будет взять на себя, дополнительные, или, может быть, вы будете договариваться о том, кто что в отношениях обязуется, ну, как бы, зачем следить, да, чьи будут обязанности в семье, что делать. Вот. И, конечно, здесь карта вот единения, да, когда была ссора, значит, мы здесь миримся. Если, допустим, мы были, ну, как бы и так у нас все было хорошо, то здесь еще больше мы сплачиваемся. Очень хорошее время для скорпионов в отношениях. Для тех, кто в ссоре. Карта восьмерка червовая говорит о том, что вы помиритесь, может быть, не сразу, будут какие-то сложности некоторые, да, может быть, обиды нужно будет преодолеть, но все-таки здесь вот вы друг друга любите, заботитесь друг о друге, и здесь обязательно будет хорошее событие, вы помиритесь.
Работа. Выпадает девятка мечей. Карта говорит о том, что слишком большая занятость, очень много будет проектов разных. Может быть, они будут не такие уж масштабные, но их будет большое количество, и, скорее всего, весь месяц так будет, да. И с одной стороны, вы только во сне отдыхаете, да, то есть у вас голова свободна от работы, и вы, может быть, переживаете, что слишком много дел. С другой стороны, вы заработать здесь сможете, самореализоваться, да, и самое главное здесь все-таки давать себе возможность отдыхать, чтобы потом не совершать ошибок, вот, выполняя дела свои. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Девятка пиковая. Карта говорит о том, что будет сложно найти работу какую-то другую, из другой какой-то темы. Да? Вот то, что у вас уже есть, какой опыт, какая профессия, вот именно по этой работе будет возможность. А нового пока что не будет. Но все-таки здесь нужно будет настойчивость проявлять, решительность, может быть, даже через разочарование пройти. Допустим, вы уже отчаялись найти работу, да, и думаете, ну все, больше я не могу. А нужно, наоборот, еще как бы последний рывок сделать, и вот у вас уже работа в кармане. Для тех, у кого есть работа вам червовая, карта говорит о том, что будет какой-то рост, либо вот что-то такое произойдет в этом месяце, что даст в будущем вам повышение, улучшение какое-то, да, или, может быть, даже прям в этом месяце у вас будет какой-то подъем здесь. Для тех, кто своим делом занимается, ну, это карта денег, сделок, коммерции, очень хорошая для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы, может быть, найти какого-то партнера, который будет с вами в одном бизнесе, да, и, в принципе, вы здесь будете чувствовать себя очень даже, ну, комфортно, да, вот и по финансам, и в принципе, вы будете чувствовать, что своим делом занимаетесь, что все у вас идет на лад, как-то все расширяется, улучшается, здесь новые клиенты могут появляться. А финансы. В финансах появляется карта башня. Скорее всего, будут какие-то неожиданные траты, и лучше, чтобы вот в октябре у скорпионов были какие-то запасы денежные, потому что вот обязательно будет что-то такое, что нужно будет оплатить, да, непредвиденное. Это раз. Во-вторых, вот эта карта очень часто показывает покупку, продажу недвижимости. Если вы долгое время пытались это сделать, то вот как раз вот время замечательное для продажи, для покупки. Ну и, конечно же, карта говорит о том, что может быть какая-то внешняя ситуация по деньгам, то есть не ваша личная, да, а вот может быть там в стране, в городе, администрация, может быть, какой-то там закон издаст или еще что-то такое, да, что вот могут быть какие-то перемены вот именно по финансовой части. Для тех, кто на зарплате, король пиковый, скорее всего, здесь будет от начальства какое-то шокирующее объявление вот по поводу зарплаты. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто своим зарабатывает делом. Но здесь вот хорошие будут сделки, прибыль хорошая. И вот для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь все-таки, скорее всего, какая-то сделка, которую долго готовили, она заключается наконец-то, да, вот, то есть в любом случае здесь деньги приходят, но вот нужно опасаться, чтобы они не ушли вот точно так же сразу, да, то есть все-таки нужно, чтобы был какой-то запас у скорпионов в этом месяце. А также вот те, кто на зарплате, они могут получать от семьи какие-то деньги, как подарки. Или, может быть, дополнительная какая-то оплата за хорошо выполненную работу. Здоровье. Выпадает король чаш. Король чаш – это карта, которая говорит о том, что нужно обязательно давать себе время на отдых, на расслабление. Может быть, очень важно выговариваться. Вот, допустим, есть какие-то трудности, сложности, да, и мы все это копим в себе, это плохо отражается на здоровье. По сути, вот эта карта психосоматики, да, когда у нас или страхи какие-то есть, или заботы, которые мы стараемся не замечать, и вот у нас это все откладывается. Вот обязательно нужно выговариваться, обязательно нужно как-то эмоции выпускать наружу. И также карта говорит о том, что с питанием и с
водой нужно тоже быть очень внимательными, да, вот, допустим, сколько вы пьете воды, скорее всего, вот в этом месяце нужно увеличить ее объем. Тоже правильное питание должно быть, потому что все-таки здесь у нас чаши, да, это у нас как раз все, что связано с питанием. Ну и, конечно же, это и лекарства, и химия, это вот назначение врача, то есть нужно все выполнять точно, чтобы не было каких-то отравлений или неправильно, может быть, кто-то сам себе назначит лечение, тоже этого не стоит делать, потому что вполне может быть отравление по этой карте. И могут быть болезни от излишеств. Ну, допустим, это там излишества в еде, в алкоголе и так далее. По итогу месяца выпадает 9 чаш. Карта, которая говорит о том, что мы будем очень довольны этим месяцем, потому что у нас действительно здесь открываются какие-то новые возможности. Вот как будто бы все непонятно или сложности, которые нельзя решить, и вдруг у нас все решается, да, вот может быть кто-то нам в этом помогает, может быть события складываются определенным образом, и в конце месяца мы практически все свои желания осуществили по 9 чаш, то есть очень довольны собой. В общем, скажем так, победа по полному, победа по всем фронтам. Вот такой месяц ожидает скорпионов. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!